Они не хотят, чтобы вы это видели, не потому что это неправильно, а потому что это правда. Правда о женской психологии, правда о желании, правда о том, как на самом деле работает власть в отношениях. Понимаете, есть причина, по которой она отстранилась, когда вы были добры. Есть причина, по которой она потеряла интерес, когда вы отдали ей все. Есть причина, по которой она выбрала его, хотя у вас было больше, чтобы предложить, но никто не сказал вам почему. И что хуже всего, вам навязали мысль, что это ваша вина, что вы недостаточно хороши, сильны, мужественны. Но вот неудобная правда. Дело не в том, что вы были недостаточно хороши. Дело в том, что вы не знали правил, по которым она играла. Это видео изменит все, потому что как только вы увидите, на что на самом деле реагируют женщины, как только вы поймете то, что они никогда не скажут вслух, вы прекратите винить себя. Вы перестанете гнаться, вы начнете вести себя как мужчина, который наконец-то все понял. Оставайтесь со мной, потому что то, что я собираюсь показать вам, они потратили годы, надеясь, что вы никогда этого не узнаете. Вот первая правда, которую женщины не хотят, чтобы вы поняли. Быть добрым не привлекает их, нужность убивает их желание. Вам говорили: будь хорош к ней, поставь ее на первое место, сделай ее своим миром. И что произошло? Она заскучала, стала холодной и отдаленной. Вы начали задумываться: как я могу сделать больше? Как я могу это исправить? Но она не ждала, когда вы будете стараться больше. Она ждала, когда вы проснетесь, потому что вот что она никогда не скажет вслух. В тот момент, когда она становится центром вашего мира, она перестает вас уважать. Да, она хочет чувствовать себя избранной, но не боготворимой, ненужной, потому что нужность говорит: «Я не могу жить без тебя», и эта энергия не притягивает ее. Она отталкивает. Она хочет вращаться вокруг вашего мира, а не быть вашим миром. И мужчины, которые это понимают, не умоляют, не гонятся, они ведут, а она следует. Если это сообщение отзывается в вашем сердце, я был бы по-настоящему благодарен, если бы вы подписались. Это помогает каналу расти и позволяет мне продолжать делиться истинами, которые большинство мужчин никогда не слышит. Вторая вещь, которую женщины не хотят, чтобы мужчины понимали. Женщина может сказать: «Я тебя люблю», и все равно не чувствовать ничего, когда смотрит на вас. Не потому что она злая, не потому что она соврала, а потому что любовь – это не то, что удерживает ее. Уважение – это то, что имеет значение, и как только это уважение пропадает, все остальное – просто отголоски. Она все еще обнимет вас, все еще выложит милые фотографии, все еще скажет правильные слова, но в глубине души она уже ушла. Она перестала верить в вашу силу, перестала доверять вашему направлению, перестала чувствовать себя в безопасности под вашим руководством. И, возможно, вы это почувствовали. Изменение в ее тоне, то, как она с большей заинтересованностью смотрела в телефон, чем в ваше лицо, то, как интимность стала казаться чёрее, и вы говорили себе: «Она на стрессе, это пройдет». Но этого не произошло, потому что когда женщина начинает терять к вам уважение, она начинает медленно вынимать свое сердце из отношений, кусочек за кусочком, и к тому времени, как вы это заметите, уже слишком поздно. Вот третья тайна, которую женщины не хотят, чтобы вы знали. Они чувствуют, когда вы становитесь эмоционально зависимым, и в тот момент, когда они это понимают, они начинают отдаляться. Видите ли, женщины испытывают мужчин, даже не зная, что они тестируют. Они скажут такие вещи, как: «Напиши мне, когда вернешься домой». «Почему ты не звонил прошлой ночью? Ты скучаешь по мне?» А вы думаете: это значит, что ей действительно нравлюсь, и поэтому вы начинаете давать ей больше. Больше внимания, больше доступа, больше себя. И не осознавая, вы переходите от независимого мужчины к эмоциональному щенку. Теперь вот что она видит. Мужчина, который больше не сосредоточен. Мужчина, который эмоционально опирается на нее. Мужчина, которому теперь нужно вести. И ничего так не убивает привлекательность, как это. Представьте себе, вы начинаете встречаться с женщиной. Сначала вы заняты, сосредоточены, целеустремленны. Она немного гонится, ей любопытно, она вовлечена. Но затем вы начинаете отменять планы с друзьями. Вы пишете ей 24 часа в сутки. Вы говорите такие вещи, как: «Ты делаешь меня таким счастливым. Я не знаю, что бы я делал без тебя». И вдруг она не отвечает так быстро, она занята. Ей нужно пространство. Не потому что она вас не любит, а потому что ей нравился тот вы, который не нуждался в ней.
Вот четвертая правда, которую женщины не хотят признавать. Они проверяют ваши границы. И если вы позволяете им давить на вас, они теряют всякое уважение. Все начинается с мелочей. Она отменяет планы в последний момент. Она флиртует с другим парнем на ваших глазах. Она шутит о том, что вы недостаточно мужественны. Вы смеетесь, не хотите реагировать слишком резко. Вы думаете, что спокойствие поможет завоевать ее сердце. Но для нее это неявное сообщение. Этот мужчина не будет защищать себя. Он не будет отстаивать ничего. Он не будет отстаивать меня. Потому что вот что большинство мужчин никогда не понимает. Когда она пересекает границу, она не просто слушает, что вы говорите. Она наблюдает, что вы позволяете. И когда вы позволили неуважению хотя бы раз, она понимает, что не может доверять вам вести. Она понимает, что ей нужно быть сильной. Она учится, что вы не тот мужчина, которого она надеялась. Представьте себе, она повышает голос на вас на публике, не играючи, неуважительно. Вы молчите, улыбаетесь, стараетесь сохранить мир, но ей на самом деле нужно было, чтобы вы посмотрели ей в глаза и спокойно сказали: «Не говори со мной так никогда». Не чтобы доминировать над ней, не чтобы угрожать, а чтобы показать силу, чтобы установить стандарты. И этот момент изменил бы все. Если вы все еще смотрите, это значит, что что-то здесь вас задело. Так что сделайте мне одолжение. Если это заставило вас задуматься, нажмите кнопку «Нравится». Это говорит алгоритму, что это сообщение имеет значение. Пятая тайна, которую они никогда не скажут вслух. Женщина может любить вас, но все равно потерять все желание к вам, если вы перестанете уважать себя. Вы набрали вес. Вы перестали стремиться к своим целям. Вы бросили свои утренние рутины. Вы начали листать ленты без конца, избегая реальности. Она заметила. Она не говорила ничего сначала, но каждый раз, когда она смотрела на вас, она видела все меньше того человека, в которого влюбилась, и все больше того человека, которым вы становитесь по умолчанию. Вы все еще любите ее, вы все еще обеспечиваете, вы все еще стараетесь. Но она этого не чувствует, потому что глубоко внутри она спрашивает: если он не борется за себя, как он может бороться за нас? Теперь представьте себе. Она раньше хвалила вас, говорила, как вы целеустремленны, как остроумен, как вы освещаете каждую комнату, в которую входите. Но теперь вы просыпаетесь поздно, жалуетесь больше, смеетесь меньше. Вы говорите: «Я просто устал, жизнь сложна», и она это понимает, но она также это чувствует. И это ощущение медленно разрушает привлекательность по одной трещине за раз. Так какого мужчину женщины на самом деле хотят? Не самого богатого, не самого гладкого, не плохиша из фильмов, а мужчину, который стоит высоко, когда она испытывает его, остается устойчивым, когда она эмоционально нестабильна, ставит цель выше удовольствия, выбирает самоуважение перед одобрением и никогда не забывает, что ее привлекательность – это не любовь. Это реакция на его энергетику, потому что она может говорить, что любит вас целый день, но если ваша энергия начинает ощущаться слабо, пассивно, отчаянно, эта любовь быстро остывает. Ей не нужно совершенство, ей нужно присутствие. Присутствие мужчины, который знает, кто он, за что он стоит и что он никогда не потерпит. Это тот мужчина, которому она доверяет. Это тот мужчина, за которым она следует. Вот реальная причина, по которой они не хотят, чтобы вы это видели. Потому что как только вы поймете, как они думают, как они тестируют и как выбирают, вы прекратите гнаться, вы прекратите сомневаться, вы прекратите умолять, вы начнете ходить иначе, говорить иначе, вести иначе. И вдруг она больше не контролирует ваши эмоции, вы контролируете. Потому что это не о том, как завести девушек, это о том, чтобы стать тем мужчиной, который не теряет себя ради того, чтобы удержать ее. Теперь позвольте мне спросить вас, какой урок вы узнали трудным путем в прошлом отношении? Что-то, что вы хотите знать раньше, оставьте это в комментариях. Вы никогда не знаете, кому может понадобиться услышать вашу историю прямо сейчас. Если это видео дало вам хотя бы одно понимание, подумайте о том, чтобы подписаться. Не потому что я попросил, а потому что вы знаете, что этот контент помогает вам расти. Я буду продолжать делиться правдой и энергией. Просто приносите фокус и дисциплину. Мы создадим лучших мужчин.